художник книги, потому что это более емкое такое понятие, где вот этих составных очень много. Иллюстрации. Я вообще сторонник того, вот у меня много книг, я редко в книгах, я был участником, когда, например, я вел книги, как, ну, как составитель, что ли, когда я художников подключал. Я стараюсь работать один. Я вообще считаю, что художник – это волк-одиночка. Поэтому союзы творцу не нужны. Союзы нужны для контроля. Там, над нами. Художнику они не нужны. Он либо что-то стоит, либо ничего не стоит. Его ни союз ничего не спасет. Поэтому я вот тут волк-одиночка и стараюсь всем заняться. Поэтому я тогда и студентам всегда говорил, что ты должен и фотографировать. Чего там, помню, у меня студент делал по Воткинскому району. Вот там у меня нет по Чайковскому, еще что-то. Я говорю, фотоаппарат в руки и полетел. И все. Мало того, его так настроил, что его чуть не по городу ему экскурсию сделали, а вот то, что по музею Чайковского, и он приехал, он отличную книгу сделал, сейчас в издательстве работает, один из ведущих, много дипломов тоже получает российского значения. Вот. То есть рисовать, фотографировать, писать. Художник должен все. Я просто говорю, если вы рисуете, у вас просто возможностей больше, вы считаете, что у вас возможностей-то больше. У меня вообще среди всей родни, я беру всю, с тех, с других сторон, да, там, ну, многочисленную. Кого помню, никто этим не занимался. Но у меня отец, правда, отец у меня был конструктор. Но парадокс-то в том заключается, что он говорил, ну нет такой профессии художник. Нет такой профессии художник. А я же поначалу увлекся, я поэзией увлекся, писал много. У меня даже роман где-то был в стихах, там вот своеобразное. То есть я увлекался, и он меня как-то подпитывал этим. То есть он приносил, вот тогда библиотечка была поэтов, то ли при огоньке, то ли еще целая серия издавалась. Он как-то, ну, меня и рисование, с самого детства что-то рисовал, мне всегда было это интересно. Поэтому у меня даже был такой случай, как-то однажды мы загорели, мы жили в частном доме, загорел соседний дом, но и это совсем рядом, там надо было спасать. И что я начал выносить? Я выносил там, а там был такой комод называется, там ящики, у меня 2 ящика было забито всеми моими рисунками. Я эти ящики вытаскивал, там на меня матушка, там, ты че вообще, вот, ну, кому что. Хотя надо сказать, что я увлекался очень многим, увлекался морем, и даже был у меня случай, мой такой небольшой трагичный в моей жизни, первый развод у меня был, значит, разлет, и я просто решил вообще сменить профессию и сменить место жительства. Я написал во все мореходства страны, мне почти со всех ответили, но у меня уже были дети. И поэтому меня не взяли. Хотя я просил хоть юнгой, хоть куда хочу уйти в море, там, и все, больше, вот ничего больше не хочу. Но так мне не удалось сменить профессию. И так я остался в этой дыре под названием Ижевск. Я занимался, бурно занимался станковой живописью, когда учился. И мне нравились. Я не люблю слово кумир, и у меня нет такого, у меня вот что, прямо там у меня что-то. Мне нравится тот художник, мне нравится тот писатель, тот поэт. У меня нет такого, я не зауживаю себя вот прямо до фанатизма. Фанатизм — это не самое лучшее проявление вообще себя. Это говорит как раз об узости мышления, фанатизм. Но мне нравился Суриков, я любил вот его. Вот эти сложные, многофигурные, сложные композиции. Если сделать мостик, то переход к сложно-структурным изданиям, он где-то идет оттуда. Я композиции делал сложные. То есть у меня многофигурные всегда были композиции. Вот. Но книга-то меня всегда тянула. Мне всегда сама книга, сама по себе, она мне вообще нравилась. Я книгу вообще как, вот, как явление. Я просто ее люблю. И поэтому приход к ней был очень такой естественный какой-то. Правило как? Вот самые такие, может быть, грубые правила – это иллюстрация не должна слишком опережать текстовую часть
и слишком отставать от нее. Это все должно быть рядом. Надо исходить из человеческой психологии. Человеку лень вернуться обратно. Лень. Я многим вот своим дипломникам всегда, кстати, сейчас 2 дипломника работают в издательстве мои, да, вот, и хорошо, плодотворно очень работают. Ну и другие по городам разъехались. Я всегда говорю, ребята, если у вас нет сценария, если у вас, вот, то ничего не получится. Ну, тем, которые не просто какие-нибудь листовки оформляют. Ну, это работа это средняя профессиональная. Вот сейчас у нас бакалавриат. Вот для них готовят листовки, там буклетики, вот это все. Да даже в буклете нужна режиссура. Если этого нет, книга не состоится. Она будет разношерстная, она будет непонятная. Вот, поэтому без сценария, без режиссуры практически ничего не состоится. Либо это много, либо это портреты, те же, да, размер. Мало того, есть такое понятие, ну вот я, по крайней мере, по преподаванию, я все-таки вел такие вот сложноструктурные издания. Это называется сложноструктурные издания, потому что структура сложная. Иллюстративного ряда очень много, текстового много. Это все надо синхронизировать как-то и потом это построить, каркас какой-то сделать. Вот я им просто всегда говорил, что в любую, во-первых, книгу, любую вещь мы рассматриваем как разворот. Мы не смотрим отдельно на эту страницу, на страницу. Мы воспринимаем разворотом. Точно так же мы воспринимаем журнал и газету. То есть мы видим разворотами. Так вот, у любого разворота есть функциональные области. Вверху, справа, слева вернее, сверху глаз еще входит с другой страницы. Он еще не совсем адаптировался, он еще привыкает. Уже внизу он уже более не адаптировался. И уже комфортно он себя чувствует на нечетной странице вверху. А к низу он уже опять готовится к выходу. Внимание опять ослабляется. Есть функциональные области, но ведь это еще и не просто области внимания, где поставить наиболее интересную, привлечь особо внимание, например, да, к теме какой-то и дать одну из важных каких-нибудь, может быть, организующих, либо фотосюжет, либо вообще какую-то часть, например, да, какую-то фотографию там, или рисунок поставить. А еще ведь у каждой фотографии существует угол зрения, угол взгляда, с которого он снят. Есть фотографии, которые чуть не с вертолета, там, с самолета сняты. Есть вообще с земли сняты. Особенно тот, у кого художественная фотография. Ну, разные, по-разному. С уровня глаз редко снимается. Хотя их большинство, но для книг почему-то как-то вот не так много. То есть разный угол наклона, разная информационная часть, крупный план, средний план, широкий какой-то там вот. Это все должно учитываться. То есть в развороте, в книжном развороте, этот сюжет должен быть настолько органичен, ничего глазу не должно мешать. Чем меньше помех, тем грамотнее сделана книга. Она должна так легко читаться. Это просто хороший гид тебя ведет по городу и хорошо тебе объясняет, что ты не замечаешь пройденные километры. Ты просто впитываешь, получаешь какое-то удовольствие, ты начинаешь жить совершенно другой жизнью. Поэтому в хорошую книгу, когда ты погружаешься, ты в принципе погружаешься в другой мир. И чем меньше вот этих помех, там каких-то иголок, там, пинков каких-то, то кирпич по голова, там, да, еще что-нибудь. Вот чем меньше таких причуд, тем лучше, тем книга органичнее и гармоничнее. Когда все это продумано, конечно, это не гарантирует того, что книга будет так и выстроена. Там будет все меняться, что-то вкрапляться. То есть достаточно сложный такой процесс. Вот. Это не просто подбор и вставка фотографий. Во-первых, я не ограничиваюсь тем, что даже мне дают. Я как раз делаю для себя больше. Ну, у меня есть такая особенность. Я настрою барьеров, а потом как дурак через них прыгаю. Вот это есть у меня такая болезнь. Вот я себя немножко перегружаю в этом смысле, перегрузы делаю. То есть я что-то, помимо того, что мне дали, я еще что-то найду обязательно. И, кстати, во всех книгах это практически все реализуется. Почему? Потому что ты же не по принципу, что лишь бы свое затолкать чего-нибудь туда, да? Лишь бы что-то найти. Нет. А вот видишь все равно где-то, например, какие-то провалы в рассказе, чем-то нужно запомнить. Либо в текстовом провалы эти видишь, их значит чем-то нужно высветить. Либо в зрительной,
части, в иллюстративной части видишь эти провалы, их тоже как-то надо компенсировать, ну, какую-то связку найти, чтобы вот эта логика-то шла, она не прерываясь, вот как жемчужинки на ниточке, чтобы они не прерывались. Вот. Как только ты попал там на сцепку, все, тебя сбивает. Вот этой погруженности уже нет. Поэтому работа не ограничивается только, например, тем материалом, который дают. Я, как правило, занимаюсь поисками. А это ведь еще чем хорошо? Я, помимо всего прочего, на эту тему я сам себе горизонты расширяю. У меня кругозор просто совершенно другой становится. Я уже больше знаю. Конечно, память все не вместит и все это забывается. Но то, что у нас есть, оно просто на очень дальних полках. Когда это всплывет, но оно там есть, я знаю, что я это знаю. Только я этого сейчас не могу вспомнить. Я когда работал художественным редактором в издательстве «Удмуртия», я там проработал непосредственно художественным редактором 10 лет. Вот. И когда отдаешь какие-то заказы художникам, это не просто простая раздача слонов. Это обязательно учитываешь, кто он, что он может. И даешь не просто кому попало, а тот, кто сделает лучше и быстрее. И иногда обращаешь внимание именно на чисто человеческую характеристику. Харизмы в нем много или мало. Другому нужно, может быть, обдумать что-то. Книга, вот вся печаль в том, что, несмотря на то, что мы в нее вкладываем, на любом этапе, автор, художественный редактор, художник, там, да даже позиция, например, издательства, того же директора, главного редактора. То есть это же в общем-то, книга коллег. Она же состоит не от одного человека, не один ее делает, да? И вот чем лучше коллеги вот друг друга поймут, здесь нет приказаний, вот нет этой субординации. Коллеги, мы в одну сторону видим, смотрим в одну сторону, не кто куда, а в одну. Тогда получится книга. Если начинаются споры, то нет. Да, собственно, мне вообще вот создание вообще книги от и до. Что значит оформление? Знаете, в любом оформлении есть важные вещи. Вот что интересно, многие художники, сколько я знаю, когда работал, начинали немножко неправильно работать. Все-таки есть какой-то алгоритм в работе, который необходимо соблюдать. Начинали с оформления, хотя там внутри много всего, но начинать нужно с блока. То есть вот с этого блока начинать. Потому что блок только выведет тебя к оформлению. Потому что оформление, ты еще не знаешь, что за блок, что там будет, его насыщенность. Как можно сказать, например, хороший спектакль или нехороший? И начинать с того, что вот отличный спектакль, а потом, когда смотришь, и не туда попал, и не ту тему почувствовал. Ведь название спектакля может быть любое. Оно вроде бы говорит об античности, а это современный спектакль какой-то. Вот. То есть, пока ты сам спектакль не посмотришь, об оформлении, о чем-то, о суждении о нем говорить, пока нельзя. Так многие начинают с этого, раз нарушают этот принцип работы, то, как правило, нестыковка получается. И поэтому оформление – это особое, я бы сказал, не то что торт, вишенка на торте, но что-то такое, которое будет сразу либо бросаться в руки, и рука потянется, либо наоборот, взглядом провел, то есть даже не читаться, даже считываться не будет. Глаз прошел мимо и все, не зацепился. Поэтому это особая вещь, вот оформление. То есть оно достаточно сложное. И надо сказать, что вот таких сложноструктурных, энциклопедических, справочных, таких материалов, таких же книг не так уж много. В общей-то массе идет художественная литература. То есть много оформляют именно обложки, то есть делают оформление во многих книгах. И поэтому ответственность особая. Чем хороша книга, в отличие от электронной версии? В электронной версии тебе не захочется обратно вернуться. В книге легко. Одним движением руки ты нашел страницу. Легко вернуться, снова перечитать. И потом, книга это диалог. Ты читаешь и беседуешь. Это диалог. То есть книга еще с тобой беседует. Казалось бы, одно и то же, что там, а ты с экрана читаешь. А там монолог. Там только с тобой беседуют.
Там тебе дидактически читают вот так, вот так, вот так, и все. Ты либо это принимаешь, запоминаешь, либо тупеешь и все, и отказываешься, ничего не понял. Вот. То есть вот это принципиальная разница. Поэтому книга-то она никогда не исчезнет. Вот. А потом надо же все-таки исходить, что вот как предмет, ощущение вот чего-то уже материального, готового, законченного. Книга все-таки представляет какой-то законченный объект. И поэтому она как-то цельнее, вот что ли, в этом смысле. Потому что то, что дается с экрана, это фрагментарно. Даже ты прочитал целое произведение «Войну и мир», это все равно фрагментарно. Ты понимаешь, что там еще полно всего, что это только один фрагмент из той информации, которая там находится. А здесь в книге все. Вот она началась, и вот она закончилась. И ты остаешься, обдумываешь, либо принимаешь, либо не принимаешь, насколько она тебя зацепит. Чем сильнее зацепит, тем лучше. Может, ты под впечатлением месяц, может, год будешь жить. И именно удивляет, что вот такая, например, непрочувствованность, вот, либо зауженность мышления, темы, вот зауженность. Я вообще считаю, что художник, ну, наверное, так же, как журналист, писатель, ну, вот такого склада, которые что-то несут людям. Только художник несет зрительно. Причем я тут даже не делаю разницы, художник книги или, например, станковист. Художник-график, но станковист, который какие-то листы там делает, да, или картины там пишет. Они же все равно делают какой-то посыл человечеству. И поэтому, чем шире его кругозор, даже будучи рисуя, если у тебя словарный запас не такой обедненный. И поэтому, чем шире кругозор, тем он может быть более тоньше. Даже ассоциативный ряд какой-то будет. Он будет говорить об одном, а рассказывать совершенно о другом. Я без работы никогда не сидел. Вот даже самые тяжелые были времена, когда наши станковисты, художники, ну натурально чуть заборы не красили. Киоски какие-то раскрашивали, еще чего-то, да. Мне просто это не знакомо. Чтобы я сидел без работы, мне просто этого не знакомо. Были случаи, вот где-то десятилетие целое было, я вел 5-6 книг параллельно. Ну, в одних книгах там какое-то переосмысление, в других, может, режиссура, третий просто отбор, четвертую я делаю. То есть вот, но они шли все параллельно. И это чем хорошо было, хотя это колоссальная нагрузка, не все ее выдерживают, и многим не нравится. Лучше сосредоточиться на чем-то одном и более вот, успешнее в нем. Вот все додумано, казалось бы, все уже закончено, ты не отвлекаешься на постороннее. Но здесь тоже своя прелесть есть. Ты начинаешь разнообразить, ты не устаешь от работы. И через некоторое время, я даже студентам своим говорю, вы работу оставьте на 2 дня. Побездельничайте где-нибудь. Через 2 дня придете и посмотрите на работу, но более-менее критично. Да вы хоть даже не критично, вы все равно посмотрите на работу, и вы все равно увидите, ну почувствуете, по крайней мере, вот те провалы, те недостатки, вот что-то недоделанность какую-то, вот, потому что нужен свежий взгляд. А здесь он получается естественно. Я одной книгой занимаюсь плотно, иногда она может быть большие пласты, но если где-то какая-то заминка, это своеобразный передых. И я вместо такого передыха, ну он такой, скажем, активное переключение, и как-то и то, и другое плодотворнее. Иногда бывает так, что может быть сделана половина работы, ты потом ее начинаешь с нуля. Ну не туда вот пошел вот с этими перерывами, вот не так вот почувствовал. И такое тоже бывает. Я нигде не могу сказать, что я здесь хочу жить. Нигде. У меня сестра одна в Питере живет, другая в Москве. Я у них гощу. Мне хватает удивлений, как гости, на неделю, на 2. Потом у меня возникают новые проблемы, чисто житейские, и я забываю удивляться этим городам. У меня просто житейское, меня захватывает, и уже нет вот этих удивлений и все прочее. И сказать, что я хочу здесь жить, нет, не хочу. Мне обновление, вот оно мне нравится. Так что нужно либо на работе, либо в дороге умереть. У Грэма Грина есть произведение одно, я не помню точно его название. Там один дядюшка, который путешествовал, но он заболел
заболел, и вот такие активные путешествия были уже как-то для него тяжелы, помехой. Он откупил дом, разбил его на 365 комнат, ну, вообще общих комнат 365. И каждую ночь он ночевал в другой комнате. И вот однажды он просто умер в коридоре. Приехала полиция и удивляются, что это за жизнь, вот с чемоданом в коридоре умер, что это вообще? А тут гостиничная, которая как-то обслуживала этот дом, вы, говорит, не понимаете, он умер в дороге. То есть это совершенно по-другому выглядит. Так что вот, когда в дороге, ты вот на вечном пути обновления. Я говорю о нейронных связях, это ты все время их вот обновляешь и подпитываешь новыми какими-то впечатлениями. Это вот совершенно все вот по-другому. У меня иногда бывает, что там месяца 3 где-нибудь, 4 я там нахожусь. Вот у меня зимний стойловый, я его называю период, стойловый, как для коров там, да, вот стойловый, когда я работаю вот над книгами, причем стараюсь над долгоиграющими которыми книгами, это там куда особенно, хотя я зимой тоже путешествую. Вот. И у меня уже начинается зуд. У меня были даже такие случаи, я живу напротив парка, у меня там остановка есть. Я выхожу туда, сажусь на проезжающий какой-нибудь Ихшурбоди автобус, еду до Ихшурбоди, на этом же обратно возвращаюсь. Все, дорогу я получил, то есть я вот зуд свой погасил, все нормально, мне опять хорошо, мне опять свободно. И как будто вот, знаете, новая страница. Путешествие чем хорошо? Это все время новые страницы. Когда ты живешь, это вот постоянно ты вот одну и ту же пьесу читаешь, вначале до конца дошел, потом обратно ее прочитываешь, потом снова туда, а здесь, просто лень перевернуть, а там новый очерк, новый сюжет, все, что не перевернул. Так что вот в этом смысле